Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Все мы, жители Якутии, прекрасно помним о том, каким было лето 2021 года. Неимоверная жара, которая стояла на протяжении всех летних месяцев, спровоцировала пожары на территории нашей республики. Для того, чтобы не допустить повторения ситуации в этом году, идет серьезная подготовка, причем она началась задолго до начала оттепели. И сегодня у меня в гостях первый заместитель начальника Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, служба спасения Республики Саха-Якутия Василий Васильевич Тарский. Добрый вечер, Василий Васильевич. Добрый вечер. Давайте поговорим о том, чем занимается служба спасения. Вот вас часто путают с МЧС, а это республиканская структура, да? Чем она занимается? Да. Дело в том, что согласно Конституции Российской Федерации полномочия по ликвидации чрезвычайной ситуации, предупреждения и борьба с катаклизмами – это совместные полномочия федеральные и субъектов Российской Федерации. Поэтому служба спасения является субъектовым, созданной правительством Республики Саха-Якутия государственное бюджетное учреждение, и мы занимаемся предупреждением и ликвидацией чрезвычайной ситуации, проведением поисково-спасательных работ на территории Республики Саха-Якутия, работаем поисково-спасательными работами на водных акваториях, водолазами. Также у нас переданы полномочия по мониторингу, прогнозированию чрезвычайной ситуации на территории Республики Саха-Якутия, вопросы хранения, приобретения, содержания средств индивидуальной защиты, гражданской обороны, противогаза, обеспечивающие категорированные территории. Да? Также мы занимаемся вопросами, недавно нам тоже переданы полномочия субъекте Российской Федерации, это тушение ландшафтных пожаров, поэтому будем заниматься этими вопросами. И вопросами совместно с авиакомпанией «Полярные линии» вызыванием искусственных дождей. Вот такие довольно-таки большой перечень работ. Касательно МЧС Российской Федерации, как говорил, это федеральный орган исполнительной власти, территориальный орган, это Главное управление МЧС России, ведет политику в области защиты населения, надзорную деятельность и ликвидации и предупреждение чрезвычайной ситуации, такого межмуниципального, регионального, федерального уровня. И наш Государственный комитет по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения, мы являемся службой спасения подведомственным учреждением, и Государственная противопожарная служба тоже является подведомственным субъектовым учреждением. И как раз Госкомитет занимается тоже предупреждением ликвидации чрезвычайной ситуации, переданных полномочий, вопросами гражданской обороны и вопросами регионального надзора, региональной надзорной деятельности. Но если упростить, можно сказать, что вы работаете непосредственно на земле? То есть конкретно поисково-спасательные работы, да? У нас имеется водолазный отряд, аэромобильный отряд, спасатели которых проводят работу разных, поисково-спасательные работы в горах, лесах. То есть, если пропал человек, то это вы занимаетесь поисками? Также автомобильный отряд, все эти машины, большегрузные, легковые и так далее, машины, маломерные суда имеется, да, кинологическая служба имеется. Эти все практически поисково-спасательные работы мы на территории республики проводим. И в этом году у нас было 6 филиалов. В этом году, благодаря помощи главы республики Арсения Сергеевича Николаева, у нас еще добавлено 41 штатных единиц и создано специальное региональное подразделение специального назначения, региональное подразделение, 41 штатной единицы, и открыты Верхоянский у нас филиал, Татинский филиал открыт с Чурапчой, поэтому мы расширяемся. Дело в том, что главная задача наша – это быстрое реагирование.
чем быстрее мы реагируем на происшествия, Ну, чем быстрее начнут да, поиски, и тем тем больше больше шансов спасти спасти людей. Поэтому вот республика у нас всегда вот планово, постепенно, системно открывает. В прошлом году Ленске открыто было, вот планово открывается. Это очень, да, именно вот для населения, пострадавшее население, и чем Якутска реагировать. Там на местах уже первым эшелоном наши подготовленные спасатели приходят на помощь. Это очень хорошее дело. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02. Василий Алексеевич, ну сейчас у нас идет ледоход. Расскажите, когда нам его ждать в Якутске и как в целом в этом вот году вообще паводковая ситуация? Решением комиссии по предупреждению, ликвидации и обеспечению пожарной безопасности правительства Республики Саха-Якутия созданы оперативные группы. Все оперативные группы работают сейчас на местах. Вот, ну, активные, поэтому во всех реках у нас есть оперативные группы, состоящих из представителей Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, Главного управления, Службы спасения и Федерального спасательного артиллерийского центра. Значит, активная фаза, если касательно по реке Лена, активная фаза идет на территории Лёкминского района. Вот, нижняя кромка наблюдается у населенного пункта Саньяхтах, а верхняя кромка Солянка – это Лёкминского улуса. Ну вот были заторы у нас ниже населенного пункта Харинца Лёкминского улуса, да? Но буквально мне вот 20 минут назад позвонили, сказали, что в результате проведенных подрывных работ затор ликвидирован. Поэтому вот в эти минуты, в это время с населенного пункта Харинца вода уйдет. Так? И касательно города Якутска, ну мы завтра наблюдаем подвижки льда на территории Хангаласского улуса, и 21-22 уже ледоход пройдет в городе Якутска. Ага, то есть можно уже выезжать в Табагу и начинать караулить, когда... Как раз 22-го Николин день. И, значит, такая вот норма была у нас постоянно 18 мая в городе Якутске. Ну, 2-3 дня опоздал. Ничего страшного, да? Ну, как бы в результате того, что у нас морозы были, вот низкие температуры, и скорость ледохода, конечно, он замедляется. Вот так, поэтому. А по остальным рекам Алдан, Амга, Колыма сейчас ледоход идет. Пока опасных таких явлений нету, гидрологических, но по своему руслу пока идет река. Но это все мы обследуем, мониторим, все, группа работает. А, кстати, вот мы заговорили о том, что сейчас все поедут на Табагинский мыс, да, потом на Кангаласский мыс наблюдать ледоход. Вот как правильно смотреть на ледоход? Есть ли для этого специальные безопасные места и чего не надо делать точно? Мы с завтрашнего дня ставим посты, традиционно ежегодно. Посты, спасательные контрольные посты на Табагинском мысе, Кангаласском мысе и вот Тулагина. И поэтому желающие пойти посмотреть, конечно, наши спасатели будут обеспечить безопасность и Кангаласском, и там прекрасно этого видно будет, и Табагинская мыса. Так? И еще предлагается, вот у нас установлена камера, и кто желает дома, сидя удобно посмотреть, то, пожалуйста, вот на сайте правительства можно, там есть ссылка, зайти и посмотреть от и до. Вот все вот наши реки Лена, Вилюс, Колыма, они вот подключены как раз. Ага, и по нашему каналу тоже можно смотреть. Да, можно. Вот как раз пришел вопрос на WhatsApp от телезрителя, он пишет, что самое страшное во время паводка – это черная вода. Именно она является показателем того, что все, скоро беда, все затопит. Это правда или нет? Ну вот здесь и ледоход, и так называемая черная
вода, они оба опасны на самом деле. Но черная У вода, нас- она же после ледохода, да? ну я сейчас это подробно объясню. Вопрос очень интересный. Ледоход, он как бы наша задача вот отслеживать, мониторить ледоход, чтобы не было заторов. Заторы будут, проблемы будут. Заторов не будет, проблем не будет. Поэтому, А кто да. бомбит эти заторы? Тоже? А потом черная вода – это третья фаза таяния снега. Есть 3 фазы таяния снега. Первая фаза – это вот на открытой местности, это 1-2 декада обычно апреля, да, тает. Потом вторая фаза – это тень, в тени снег-то и в лесу тает, это вот май, в начале мая. И вот третья фаза – это так называемая черная вода. Это таяние снега в горах или вот в тайге, да? Оно поступает в конце мая или начале июня. Вот иной год, помните, когда вот те года, в начале мая у нас бывало даже плюс 25 градусов температура. И вот здесь как раз вместо того, чтобы, да, самое удачное это последовательное таяние вот этих 3 фаз, да, в свое время. Тогда такой масштабной воды не будет сразу. А так соединяется, когда дружная весна, 1-2 фаза или вообще 3 фазы. Резко объединяется, и вот как раз получается там большая вода. Вот, большая вода. А так, если последовательно, 1, 2, 3, там особо такой опасности нету. Тем более, вот в этом году такого уже снега нету. Запасы снега мы тоже мониторим. Нету. И здесь еще один фактор – осенняя увлажненность почвы. Если осенью дождей много, осадков, то почва увлажняется, да, на 80-90%. Вот. А так бывает, вот в прошлом году дождя вообще не было. И увлажненность почвы нету. И, А конечно, как она влияет, земля, увлажненность почвы? снег тает, и вода, земля впитывает воду. Вот, тогда воды... Тогда черной воды нету, потому что ее в основном впитала вот эта вот Поэтому сухая земля. это тоже фактор. Осеннюю увлажненность почвы мы тоже это вот с гидрометом это все отслеживаем. То есть, если я вас правильно поняла, то в этом году прогноз более-менее благоприятный, да? Так-то так, но видите, как вот в этих Ходинцах-то у нас произошел затор, поэтому ледоход, он непредсказуемый. Есть, конечно, карта заторопасных мест, карта, да, но есть и места, время, вот это очень многих факторов зависит. Вот, допустим, теплая погода, ледоход идет, завтра низкие температуры и ледоход стал, потому что ледовой подготовки нету на прохождение. Нет, но понятно, что нельзя никогда, это же стихия, никогда нельзя сказать абсолютно точно. Но, допустим, иногда бывает понятно, что вот было очень много снега, и малые реки абсолютно точно там будет паводок. Вот в этом году как? Ну вот мы всегда работаем по наихудшему варианту. Всегда у нас... то есть 3 варианта есть? Оптимальные, да, распоряжением правительства оптимистические. озадачены, да, по безопасному пропуску весеннего половодья. Все муниципальные образования озадачены. Есть список подтапливаемых этих населенных пунктов. Есть их 200 с лишним, так? И все они вот во время ледохода, прохождения должны эвакуировать свои все вещи, ценное имущество, документы, домашние животные, там, скот, лошадь, все должны как бы отгонять на заранее подготовленное место. Вот. Поэтому иногда бывает катастрофическое, резкое затопление ночью. И люди сами кое-как выбираются эвакуироваться. Вся имущество, холодильник, телевизор, все остается. Это же по нынешним меркам-то большая же утрата же цены, стоимость домашнего имущества. Поэтому мы всегда говорим, что обязательно вот мы уже правительством, все Госкомитет, он озадачил все населенные пункты. Неоднократно проведены селекторные совещания. Вот у нас куратор, первый зампред правительства Садовников Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич, извините, Садовников Дмитрий Николаевич. Он сколько раз вот уже проводил совещания с главами муниципальных образований. Поэтому мы не должны говорить, что ледоход пройдет спокойно. Ну, в общем, все готовятся. Все должны быть готовы, пока ледоход не пройдет те или населенные пункты. Ага. Есть вопрос про Кобяйский улус, как проходит паводок, есть ли потопленные строения?
Ну, взять по реке Лена, в Кобяйском улусе пока нету ледохода, поэтому мы все на контроле держим, Кобяйский улус. А насколько сейчас востребованы добровольцы? Вот порой среди профессионалов есть такое мнение, что добровольцы как бы не так от них много толка, под ногами мешаются. Добровольцы, паникуют. если правильно расставить силы, средства добровольцев, правильно, эффективно, то добровольцы – это большая сила. Ну, так и делается в нашей республике. Вот в прошлом году при тушении лесных пожаров более 5000 волонтеров помогали в различных районах. Вот эти вот люди как бы добровольно своей душой и сердцем помогают. И наша задача оперативников их на месте правильно расставить. Конечно, их нельзя в огонь и воду, сразу в огонь. Конечно, они должны вот на карауливание, да, на сопровождение и так далее, вот в таких работах должны работать. И тоже большая помощь вот, со стороны добровольцев. Поэтому это наши и добровольцы у нас, кстати, не только помогают в тушении лесных пожаров, они у нас в поисковых работах. Вот человек потерялся, мы направляем там 15 человек, и остальное там 30-20 человек населения. Это добровольцы нам помогает тоже. И вот поэтому вот есть здесь как бы организация добровольческий добровольный штаб. И кто желает быть добровольцем, может обратиться к ним. Там есть подготовленные спасатели, наши наставники. Они обучают их, ну, как вот тушить пожары, как реагировать, и потом как оказывать первую доброчебную помощь, массаж сердца, остановка кровотечения. Вот они вот как раз обучают этому. Вот буквально на прошлой неделе прошел первый слет добровольцев. Наш телеканал вел прямую трансляцию оттуда, зрители могли все видеть в режиме реального времени. То есть вот там именно этому и учили, да, получается? Да, там было более 80 волонтеров. Как раз-то задачей вот этого первого слета волонтеров было это обучение как бы волонтеров, потом развитие волонтерского движения. Вот, и их обучали по учебным местам, развертывание пожарной машины, развертывание беспилотных летательных аппаратов, оказание как раз вот этих медицинской помощи. Вот. Ну что ж, сейчас вот у нас такая почти летняя погода, да, многие уже открыли сезон шашлыков. Давайте напомним, где можно жарить шашлыки, где нельзя и что надо делать, чтобы пожара не возникло после этого. Так, ну, здесь надо сказать о том, что есть в Российской Федерации действует правило противопожарного режима, утвержденный постановлением правительства Республики Саха-Якутия, обновленный в прошлом году, 21 мая прошлого года. И согласно вот данного правила противопожарного режима, как раз-то требование такое, что требование населению, как вести себя на природе, требования вот как раз на производстве, на территории. И надо сказать, что жарить шашлыки разрешается только в специально отведенных местах, муниципальным образованием. Так? Нельзя их. Или, допустим... Ну, то есть каждый муниципалитет на своей территории определяет места, где можно это делать. Ну, я есть... вот по городу знаю это вот место, вот это, Кангаласов место есть, в Покровском тракте есть, возле озера 25-й километр. Вот. Также вот в этом домовладельцев вот, дачных участков, да, ну, они тоже у себя дома имеют право, но как бы дальше, подальше от строений должны, да, чтобы это было такое чистое пространство, такое, могут жарить А шашлык. когда ждать открытия переправы через Ну, Лену? Вот Нижний Бестях. Ну вот прохождение интересует? ледохода пройдет, 21 основной ледоход, и в пределах вот, Министерства транспорта и дорожного хозяйства прогнозируют где-то в пределах 25 мая. Ну, уже в скором времени откроется это. И уже можно будет уехать там в отпуск на машине или на поезде, получить груз свой, который там застрял. Очень много разговоров всегда идет о самолетах, которые
Вот, не знаю, людям вообще кажется, что это прям все панацея, самолеты есть, это универсальное средство для тушения пожаров. Так ли это и будут ли самолеты Би-200 работать этим летом в Якутии? Ну, судя по прогнозу этого лесопожарного сезона, конечно, не исключение, что будет привлекаться Би-200 амфибия. Ну, данный самолет привлекается согласно решению КЧС и АПБ правительства Республики Саха-Якутия. Это самолет амфибия по опыту прошлых лет показывает свою эффективность, но имеются определенные требования. Рядом обязательно должен быть водоем или река, в таком хорошем русле, или большое озеро. Только так. Но не исключаем применение. То есть, Би-200. получается, это там, где нету реки или большого озера, то есть где-то в тайге, Да, он не имеет. Но он уже садится на реке, на водоем и сразу набирает 12, ежесекундно набирает 12 тонн. То есть он эффективен в каком-то радиусе от большого водоема? Да, совершенно верно. Вот тут еще в Якутию на днях прилетел необычный самолет лаборатория. Я предлагаю посмотреть о нем сюжет и затем более детально обсудить, какую пользу самолет этот нам принесет. Давайте посмотрим. В Якутию прибыл уникальный самолет. Это даже не самолет, это целая лаборатория с крыльями. Эта лаборатория может осуществлять широчайший спектр задач, но нашу республику в первую очередь, конечно, интересует искусственное вызывание осадков, которые так необходимы в период начинающихся лесных пожаров. Самолеты-зондировщики для искусственного вызывания осадков привлекались в Якутию и раньше, но в этом году случай уникальный. Впервые в практике работы таких самолетов они будут не тушить пожары, а проводить профилактические работы, предварительно увлажняя почву и леса Якутии. Получив благоприятный прогноз, мы ставим в план самолет именно на те районы, где именно будут развиваться вот эти облака. После прохождения плана мы вылетаем в тот район и начинаем мониторить, исследовать эти облака на предмет их пригодности. Как только, так сказать, мы видим, что облака пригодны, мы производим, воздействие на эти облака для того, чтобы, так сказать, осадки, были увеличены, либо вызваны, либо увеличены. Также к работам самолета-зондировщика будут привлечены и местные специалисты. Ведь уже в этом году в республике появится собственный борт для искусственного вызывания осадков. Такое решение было принято главой региона Айсеном Николаевым по итогам пожароопасного сезона прошлого года. Полярные авиалинии, наша региональная авиакомпания, уже заключила договора на проект и на установку оборудования с партнерами с гидрометслужбы. В частности, федеральным государственным бюджетным учреждением, центральным аэрологическим обсерваторией, которая участвовала в нашем контракте и выиграла этот контракт в сумме 79 миллионов рублей на 132 часа работы. Ошибочно полагать, что самолеты с установками для искусственного вызывания дождей нужны только в пожароопасный период. Эти технологии могут широко использоваться и в сельском хозяйстве, и в случае обмеления рек, и в целях наполнения водохранилищ. На сегодняшний день в России лишь 3 самолета с установками для искусственного создания осадков. Еще 3 находятся на стадии комплектации, и один из них будет постоянно базироваться и работать в Якутии. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Ну вот, то есть этот самолет будет как? Он будет летать и вызывать дождь, да? Да, вызывает дождь. Ну вот по опыту прошлого года и вот даже вот 80-е годы, 90-е годы тоже привлекали, когда засуха была. И данный самолет показал эффективность. Эффективность и в прошлом году. И вот в этом году, буквально вот 14 мая, он работал в заречных группах районах, Чурапча, Татинский. И буквально я вот вчера прибыл из Татинского района, Чурапчинского, возглавляя оперативную группу номер 4 по реке Амга. И у нас как раз дожди были, такие довольно большие дожди. И сегодня буквально вернулся с Алекминского, Ленского, там в районе работал. Поэтому показывает эффективность. То есть уже показывает? Да, надо ему условия. Должны были
должны ну, быть соответствующие облака. Ну, то есть, чтобы Да, вызвать дождь, да, облака нужно, соответственно, Да. облако, в Да. котором И этот вот дождь есть. как сказано, вот Дмитрий Дмитриевич сейчас интервью, как раз-то вот в будущем у нас будет в полярных линий свой самолет, оборудование и специалисты, вот экипаж, ну не экипаж, а команда вот этих зондировщиков, это вот мы обучали службы спасения, вот создан отдел как раз и эти пиротехники, метеорологи и вот метеорологи, вот они как раз будут там в самолете находиться, вот, и будут работать. А сейчас они проходят вот как раз практику вот с этим экипажем, который прибыл на. То есть они обучат и Да. потом... Мы получим лицензию на этой вид деятельности. И уже в скором времени уже республика Будет свой... отдельно, независимо, потому что такие самолеты в Российской Федерации только два. Один вот гидрометслужбе, один в Рослесхозе. В прошлом году был самолет Рослесхоза у нас. Направили к нам, Да, потому что были поэтому пожары. лучше иметь, вот Арсений свой. Сергеевич правильно принял решение, что не ждать там, пожаров же много сейчас вот в регионах, Красноярске, вы сами знаем, Да, же, страшно да, горячо. Иркутске, поэтому ожидать вот это все нельзя. Ну и у нас вот прогнозируются засушливые годы же, это вот цикл идет, поэтому для нужд сельского хозяйства у нас они пригодятся, для нужд сельского хозяйства. То есть просто пашни орошать, да? Да, по заказу Министерства сельского хозяйства, конечно, они тоже должны... То есть не только да, пожары тушить, да, но да, еще да, совершенно и... верно. Ага. И на сельское хозяйство. Они В общем, будут, полезная штука, да? полезная будут. А вообще, вот как прогноз на тему пожаров? Уже понятно, что будет лето Да, неспокойное, вот, да? Вообще прогноз, он ежемесячно, он в начале месяца дается гидрометом, потом уточнение декадное и еженедельное. Ну, конечно, в этом году тоже прогноз не очень хороший. Вот, ну, июнь, июль прогнозируется вот такие ну, классы опасности, высокий класс опасности вот, в западном и восточном районах Якутии. Вот, август, центральные и западные. Поэтому, конечно, вот эти вот превентивные мероприятия, вот Би-200 и вот этот вот самолет-зондировщик, они вот, организуется работа их для того, чтобы уменьшить классы опасности, Но пожарной гореть опасности. все равно будет. Ну, нежелательно. Ну, понятно, будем все силы, вся правительство вот в этом году, благодаря поддержке вот президента Российской Федерации Владимира Путина и Арсения Сергеевича Николаева, вот у нас у лесопожарных формирований, ну, это Авиалесохрана, Якутлесресурс, Министерство экологии, вот, и вот у нас в Государственном комитете 5 раз увеличено финансирование. То есть были выделены штаты в большом объеме, и я, как сказал, в службе спасения в том числе 41 штатов, да. Вот, потом выделены огромные деньги на мониторинг. То есть задача этого года – это ежедневный постоянный мониторинг лесопожарной остановки. Если при обнаружении быстрое моментальное тушение. Еще же какие-то специальные зонды есть, да, которые вот летают и мониторят? Нет, ну этот как бы самолетами, вот авиалесохрана, они вот этим занимаются, мониторингом. Беспилотники еще есть для Беспилотники есть, ага. Тоже они эффективно, более хорошие там средства Ну для вот в прошлом году, мониторинга. когда пожары были, все-таки все сошлись на том, что в основном это причина природная, это сухие грозы, и их вот, ну, ее никак не устранить. То есть если человеческий фактор все-таки как-то можно на него повлиять, то если это природное явление, если это сухая гроза, то... Да, ну есть такое вот это два основных фактора: сухая гроза, вот, ну и человеческий фактор. Поэтому вот проводится большая работа, чтобы не было никаких этих сельхозпалов запрещено. А вот за эти сельхозпалы, за них какое вообще наказание полагается?
Или никакого не полагается? ну, Просто во- нельзя и нельзя. Не, ну вообще... Административный штраф? Да, вообще начиная с административного штрафа, вплоть до уголовного возбуждения дел, в зависимости от ущерба. Вот сейчас же в некоторых районах же даже суды идут же вот по этим делам-то. Если найдут виновника, вот, то вот это вот процедура есть. То будет уголовное дело, он будет Да. возмещать ущерб, да? Да. Ага. Поэтому это вот просто шалость, просто несоблюдение правил пожарной безопасности, он, возможно, как бы такие нарушения повлекут большую, это самое, ну, Но максимальный штраф какой, давайте еще раз напомним, там, по-моему, большую 3 ответственность у миллиона человека. рублей, если я не Ну, ошибаюсь. Да, так. Ага. Поэтому человек может, нарушая правила противопожарного состояния, навсегда он останется как бы без ничего, может. Штрафы, оставшиеся жизни ему оплатить только штраф. Ну да, для Вот, сельского да. жителя, я Да, думаю, поэтому я это серьезная еще раз сумма. призываю, вот находясь на природе, будьте осторожны. Это вот недокуренные вот эти вот окурок сигареты или непотушенный Костер. да, спички, вот костера. Все это вот, даже вот такой случай, вот стекло же, вот жаркую солнечную погоду, от стекла тоже, куска стекла. То есть просто выбросили там бутылку стеклянную, Бутылку да, и бросили. она как увеличительное Да. стекло. Ну вот обычно бывает у охотников традиция сезон открытия, закрытия стрелять, соревнования провести. По бутылкам. По бутылкам. Ага. А потом эти осколки лежат? Бутылка, осколки оставили, и потом солнечный такой жаркий день, и все. И через это как идет лупа, и идет возгорание. Поэтому вот эти охотники становятся тоже как бы участниками вот этого, ну как косвенно. Поэтому нельзя вот такие вещи допускать. Вообще, в А вот целом. эти вот сельхозпалы, они вообще когда-то были, они практиковались, потому что это было принято так, или это просто люди сами придумали, что вот надо сжигать старую траву, будет расти новую, это традиция какая-то народная. Ну, Откуда это вообще да, взялось? это практика есть. Ну, конечно, для разведения скота, лошадей, конечно, вот цель, задача сельхозпала – это уничтожение старой травы же. И после этого образуется зеленая свежая трава, вот, и как раз благоприятная для этого питания. Ну вот надо же объяснить, что нельзя. Поэтому вот они пытаются, но сейчас вот в этот момент, в это время пока нельзя. Но есть как бы были вот такие приняты еще ранее вот законы, постановления, что через квоту под таким строгим контролем велись охрана, там якутлесресурсы. Но теперь они вот как бы в целом запрещены, сельхозпалы. Ну и давно пора, мне кажется. А еще вот вопрос от зрителя. Как вы думаете, когда же якутяне начнут страховать свое жилье и имущество от паводков, наводнений и пожаров? Вот от пожаров, конечно, надо страховать. Это вот чисто как бы от человека, от хозяина зависит, от его возможностей, финансовых возможностей. Но страхуя, он уже страхует всё имущество, которое стоит многомиллионное. Вот дом сейчас сколько может стоить, обычный дом. Вот. Поэтому от пожаров, да, обязательно. А вот от затопления, здесь есть вопросы. Вот страхователи, они иной раз не затапливают, если дом стоит на подтапливаемой территории. Поэтому это вопрос такой индивидуальный. То есть они не послушный. учитывают, что ли, или как? Ну вот страхователь, он не желает страховать, конечно, это его право. Если дом... То есть он рассчитывает на то, что Да. он получит выплату там... Ну вот если дом стоит на подтапливаемой территории или вот на подтапливаемом населенном пункте, то просто отказываются страховые компании, да? Страховые компании, они отказываются. Вот. Ну и точно так же говорят, что страховые компании отказываются, допустим, старые деревянные дома страховать. Да, это вот у них есть специальные требования. Ну, поэтому... Которые больше всего и подвержены риску Да. на самом деле. Поэтому население, вот есть у нас даже программа переселения вот на более возвышенное место. Вот помните, Кобяйский Качекарцы там и так далее, вот Валекинский остров, как его, не Арылах, а
Такие места у нас даже программы, вот эти переселения. Ну и вот в населенных пунктах тоже здесь есть муниципальные вот некоторые программы, где дома как бы тоже стараются подтапливаемых территориях. Но есть такое, что люди просто все равно не хотят уходить с насиженного места. Тут типа предки мои жили, и я тут буду жить. Ну, есть тоже такое понятие. Ну что ж, спасибо вам, Василий Васильевич, за беседу. Было интересно, но и я думаю, что полезно. На этом программа «Якутия Лайф» подошла к концу. Будем надеяться, что в этом году лето пройдет спокойнее, чем в прошлом. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.